Где такие голоса? Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие сограждане, так скажем. Сегодня пятница, 15 августа 2025 года. Сегодня сразу несколько знаменательных дней на календаре. Сегодня был, в Варшаве так называемый дефилада, парад, связанный с очередной годовщиной, войска польского. Это дата 15 августа, это тот день, когда поляки победили, большевиков в битве под Варшавой. Погуглите, битва под Варшавой, гуглите. Борцов, с колониализмом. 80 лет назад, 15 августа 1945 года, празднуется День освобождения Кореи. И немаловажное значение, потому что это фактически день 15 августа 1945 года, когда Корея обрела фактическую независимость от Японии. Напомню, что в 1910 году Корея была аннексирована, титул императора корейского, династии вот этой, которая у них там была, Сэджонов или кого-ли, она была ликвидирована. Принцы там были вывезены в Японию, поженены на японских принцессах всяких. В общем, инкорпорировала Япония, всю территорию Кореи. И до сих пор там можно, конечно, очень долго рассуждать по поводу того, что кто кого там признает. Является ли там конфликт между Северной и Южной Кореей внешним конфликтом. То есть я знаю, что до поры до времени, в южнокорейском политическом истеблишменте Северная Корея рассматривалась как внутренняя проблема Кореи. То есть каждая партия, это то же самое, как политика одного Китая, да, то есть и гоминдановцы, которые на Тайване сидят и сидели, и коммуняки, они, что есть единый Китай, да, и сейчас там, в общем-то, сыр-бор весь ведется по какой причине на Тайване, потому что есть демократическая партия, которая, надоела эта двусмысленность, да, партии гоминдян, они говорят, все, там никакой чувы, там фактически мы независимое государство, мы Тайвань, мы никакая не республика китайская, китайская республика, не КНДР, не КНР. Соответственно, мы должны, провозгласить путь такой о том, что все, Тайвань это независимое государство, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. И именно по этой позиции, конечно, КНР очень негативно. Это американцы их подстрекают, все прочее. Там даже есть эти прям коллаборанты внутри Тайваня, которые говорят, что мы едины там с коммунистической партией там и все прочее. Тоже есть такой вариант. А в Корее, касаемо Кореи, конечно, там ситуация гораздо сложнее, потому что, удивительно, нация поделена на два народа фактически. И уже такие исследования проводились о том, что у современного поколения корейцев не осталось родственников. Сейчас давайте такое то же самое. Там же эти панмонголисты всякие, эти любители этих всяких странных вещей, там, да, там Чингисханов, там Алангуа, там, всех, вся масса, этих чудаков, которые там, с той же легкостью они, в принципе, могли там и гномов играть, и эльфов, там, всяких орков, понимаете, эти, как они, реконструкторы, эта вся чушь, вся псевдоисторическая эта составляющая, эти все панмонголисты, они там, где-то там заявляют, что Халтаров там вроде как отрицает, не отрицаю, позвольте,
Как я могу отрицать, что монголы произошли от бурят, короче? Нет, ты вот неправильно, вот там старший брат, там это. Я говорю, оставьте эту риторику, дорогие друзья. Буряты древнее всех современно живущих монголов. Ну, генетика, математическая, биологическая статистика об этом говорит. ДНК наша, в конце концов. И как то, что древнее, может быть, происходить от того, что более новое. Вот это дикость. Другое дело, что, конечно, да, там буряты в свое время подчинялись, значит, и династии Северная Юань, и прочим там династиям, которые существовали. Монголы построили, естественно, империю. Средневековые монголы, надо понимать, а не современные. То есть там немножко по-другому у них после этого, после имперского статуса у монголов произошел этногенез. И по итогу получилось так, что любого даже люмпинско-камбедовского буритошку, если взять, то этот люмпинско-камбедовский буритошка будет более азиат, чем вот, ну, любой современный монгол. Ну, генетика так устроена просто. Доказательная наука, так сказать. И в этом отношении, конечно, вот эти вот всякие там пертурбации по поводу того, что надо там посматривать на то, что там в Монголии творится, там с умным видом записывать там обращения. Уважаемые земляки, буряты и буритошки, сегодня поступила информация из Сената Галактической Империи о том, что падишах-император Палпатин собирается вести визы. Ну вот что-нибудь, какую-нибудь чушь такое. Ну и что, ну как вы были несчастными, невыездными, многие же у вас даже, извините, паспорта заграничные не имеют. Ну то есть, прежде чем что-то подобное вбрасывать, ну нужно же понимать, что все буряты, которые хотели и могли, самое главное, выехать за пределы Российской Федерации, значит, они все выехали, а так с умным видом сидеть, что там, как будто какой-то там невероятный слив там произошел из этого, из каких-то там, чуть ли там, неподнебесных, значит, каких-то, значит, сфер там, ну, с умным видом, короче. Ну, что, ну, друзья мои, ну, давайте не будем никого обманывать. Ну, и возвращаясь, собственно, вот к этой ситуации о том, что сегодня вот несколько праздников, да, День Победы над Вислой, когда, значит, польские войска все объединились. Есть куча фильмов по этой теме, битва Варшавская, там, так далее, посмотрите, есть там такие комичные даже, очень интересные фильмы. И был я смонтирую, сегодня-завтра выложу на моем канале, значит, это видео там по поводу, ну, я технику поснимал, к сожалению, не удалось поснимать самолеты, пролеты там, истребители, бомбардировщиков и все прочее там. Ну, замкни, пожалуйста, чтобы не... Так, Сергей появился. Сергей у нас Сергей у нас в очень важном кино снимался, так скажем. Не будем мы об этом подробнее говорить. И, в общем, ситуация в чем? В том, что и вот эти вот такие движухи, да, по типу вот то, что было вброшено в 70-е годы, возобновлено якобы под видом панмонголизма. Это чисто совковский нарратив, он был также вброшен в казахи. И вот как раз в 70-е годы вдруг казахи укусились о том, что Шингисхан это казах на самом деле. Это вот одна схема, ГРУшная схема, короче, для того, чтобы и казахи, и буряты, там, и якуты, там, значит, с гранатами бросались на китайцев. Ну, потому что сильно боялся совок, что волны, китайские волны хунвейбинов пойдут на Дальний Восток, оттяпают житницу, так скажем, Советского Союза, да, с которого вся эта вонючая лапотная масса до сих пор живет, по Европам катается, на концертике ездят там, да, ну, беззаботно. Не сидят там у себя на болотах, короче, брюквой не питаются, да. Ну, они же вот так, быстренько взлетели у них, как это, как мой бывший, значит,
научный руководитель любил говорить вот эту аналогию, что там взлетели под потолок, как говорится, люди там, ну, типа, не чуют под собой ничего там и так далее. И вот то же самое произошло на нефтедолларах, на газодолларах, на газоевро там и так далее. И вот почему деколонизация важна. Ну да, и были там вот в этот период в Южной Корее, в Корее вообще, с 1910 по там 45 год, когда, ну, коллаборационисты, ну, натуральные, причем такие довольно ярые коллаборационисты. Причем самая история в чем-то, мякотка-то в чем? В том, что все эти коллаборационисты, они, в общем-то, остались там в современной независимой Корее при власти. И по тому же принципу, по которому были построены дзайбацу послевоенные в Японии, там в Корее построили чеболи. И интересная там схема такая, ну, а когда американцы пришли, они же уважают частную собственность, там, 5-е, 10-е. Но японцы поняли, что в конфронтацию, ну, то есть у них там и душка не хватает, и кишки, и ресурсов, и так далее. Ну, как там, возьмут да сожгут все эти предприятия. И тогда, ну, умные японцы, вот этих же колобков, коллаборационистов, которые там были, они им сказали, ну, мы вам это отдаем, ну, потом свои люди там богатыми станете, сочтемся, там, 5-е, 10-е, короче. И, конечно, там была там ультранационалисты, естественно, были корейские, там, и требовали разобраться там с этими, непосредственно там, которые устанавливали эти колониальные порядки, да, в Корее. Но всегда такая масса, вот она всегда найдется. И вот такую же массу и русские воспитали среди бурят, казахов там и так далее. И ничего удивительного в этом нет. В том, что эта масса, вот она, ну там где-то вот трется, там об нее ножки вытирает, она и рада. Это всегда так будет. И в этом отношении нам нужно понимать, когда мы свое собственное новое государство будем строить, что мы с этими коллаборационистами нынешними будем делать. То же самое здесь и в Польше. А важно что? Важно унижение колониального центра. Потому что вот в Англии не произошло такое унижение колониального центра. Да? Ну и вот и премьер-министры там Шотландии, Англии, там представители из Индии, то есть туда не последние люди как бы едут. Из Индии, из этих метрополий есть до сих пор это центр империи такой, да, Британского Союза и все прочее. А вот Япония была мало того, что оккупирована, так еще за 80 лет назад, за несколько недель до собственного освобождения Кореи, еще забросана была минимум 2 атомными бомбами. Да? То есть там и национальная трагедия, и унижение, и все прочее. И в этом отношении вот эта элита, коллаборационисты, которые, они быстро переметнулись. Ну, то есть перевернулись и начали значит, ультракорейский режим там. И вот там же до сих пор доходят до того состояния, что вот они хангуки. Ну, кто знает корейский, хангук. То есть нет у них такого понятия, что кореец, да? Ну, кореец это как глобально там, а там может быть и какой-нибудь Чосон Сарамец, короче, северный кореец. Может быть там какой-нибудь этот кореец, который там с Центральной Азии, там может быть кореец, который там где-то в Америке живет и все прочее. То есть они не считаются такими же корейцами, как вот эти хангуки, собственно говоря. И там вот такое интересное, такое вот, если так посмотреть, такое немножко понятно, что любые азиатские, они такие достаточно, как это слово, ксенофобные. Там есть такая очень довольно жесткая ксенофобия. Вот недавно я смотрел какой-то ТикТок, и там эти кореянки, которые американские. Ну и они пришли, там что-то сидят, кушают где-то там, какие-то рамен там жрут или еще что-то. Ну и какая-то кореянка там их начинает передразнивать, с ними по-английски начинает говорить и так далее. А, вы, говорит, нищие китайцы сюда приехали к нам, типа. Что сюда приехали? Она говорит, мы вообще-то корейцы там, типа, и так далее, из Америки. И та начала их жестко булить. Просто тупо, ну, не знаю, там, может быть, бабушка просто старая там и так далее, но для них это было первое, ну, то есть для этих американо-кореек
ну, привыкших там жить в Америке, где там просто вот такого абсолютно немотивированного какого-то хейта нету. Ну, видимо, жили в нормальных условиях там в США, они пересекались с этим с white trash, там, с какими-то черными там и так далее. И тут в Корее впервые столкнулись с буллингом по поводу национального происхождения. Сначала их путали, принимали за других азиат, а потом, когда узнали, что они корейцы, но из США, и, ну, то есть тетенька продолжила дальше их там, значит, над ними издеваться, именно используя вот такую риторику, что для них было совершенно удивительно. Ну, Сергей, здорово, здравствуй. Здравствуйте. Здорово. Кучу дней не виделись. Как ты там трудился? Нормально. Где трудился? Расскажи, если можешь. Нормально. Ну, я не знаю, как называется эта организация. Ну, ничего, нормально. Ну, давай погромче говори, поближе подвинься. Нормально все трудились. Называется произведение искусства, над которым там все работали, «Казак». Ага. Так ты в итоге казачонок был? Да нет, ты же записал мне тему. Ты, кстати, мог записать казаком. Нет, там на казака нужны были длинные волосы. Ни хера. короче, Там все пришли и всех там стригли. Нет, тебя изначально выбрали на холопа. Не холоп, пленник называется. Пленник. Да, пленник. И я говорю, а я бы не хотел, я хочу, говорю, быть казаком. Потому что там казаки такие все. Шивенькие. Я среди них был бы самый нормальный. Они говорят, ну а почему ты записан так? Я говорю, да не я писал, говорю, товарищ писал. Надо было сказать, говорит, товарищу. Ну, я говорю, я не знал вообще. Ну, в общем, ты доволен. Нормально, там все работали, все как положено делалось. Организация, кстати, я не знаю, а что это за организация, вот этот фильм обещала, неплохая. Это Netflix вообще-то делает этот фильм, заказал. Ну да. Вот Netflix, а вот это вот польская организация. Ну, в общем, потом я тебе объясню, рассужу там и так далее. Ну, в общем, ты у нас уже не просто, да, а уже с опытом, с досвещением, со всеми прочими делами. Ну вот. Ладно, ну, да, дорогие друзья, сегодня у нас, знаешь, какие темы? Это, собственно, основная тема, это Трамп. Встреча Трампа и Путина на Аляске. Согласен. Я вот такой, ну, пробрасывал там в Твиттере, в этом, чтобы сбили. Я говорю, почему украинские дроны не летят на Внуково? Ну, с Внуково же, это же правительственный аэропорт, оттуда же взлетает. Не, ну там, я думаю, охрана, да нет, дело не в этом, я даже думаю. А что они могли бы не его, а сбить вот этот первый борт, который полетел? Любой могли бы сбить, понимаешь? Я согласен, я тоже. То же самое, там огромная диаспора в этом, как его все в ТикТоке выкладывают, как они там икру, значит, ну, идет на нерест рыба там. И все жители Аляски, они могут ловить, короче. Да, им и там логика такая, там, что ты должен там хвост отрезать, по-моему, и голову. То есть фишка в чем? Ну, приводить рыбу в нетоварный вид, это называется. А икру англичане, да, ну, американцы, икру американцы вообще выбрасывают. Не, они ее выбрасывают, короче. И единственные, кто собирает икру, и потом стали, кстати, по этому поводу ее там собирать, морозить и так далее. Ну, потому что, ну, местный житель, ты понимаешь, икра, видишь, она гельминтирована. Не, она очень ценный там товар. Она гельминтирована, и по той простой причине, что и мясцо тоже может быть гельминтировано. Местные не едят. И местные едят только после криозаморозки, там все прочее, против всех этих вещей. Но это исторически так, пойми, Серега. Там, ну, вот они выбрасывают это. И я вот эти тиктоки гляжу, конечно, с завистью, потому что с удовольствием я люблю красную рыбу, красную икру, там особенно если ее уметь приготовить определенным способом, да? Я говорю, ну и что, ну и дрончики, дорогие друзья. И там диаспора-то может, ну они там действительно вывалили, там вот даже граждане, натурализованные граждане Советского Союза, так скажем, рашки, вот у нас там, это, так скажем, от всего просвещенного бурятского народа туда приехала бунтесса, я ее так называю, бунтесса. Женщина, ученый, аутист, социофоб, в том числе, потому что, ну, очевидно, то есть по ее там всяким заявлениям громким и так далее. Они вроде как точные. Ты знаешь, был такой анекдот про этого. Шерлок Холмс с Ватсоном летят на воздушном шаре и потерялись, короче.
Ну и шар опускается и видит там, ну, пастух, короче, грязный, чумазый, там, этих, овец с коровами пасет. И он спрашивает, Ватсон спрашивает этого, любезный, подскажите, где мы находимся? Ну, этот пастух говорит, а вы знаете, вы находитесь в небе. Этот, значит, Шерлок Холмс говорит, а я знаю, мы находимся в России. Говорит, как? Ну, потому что то, как ответил нам человек, абсолютно точно и абсолютно бесполезно, он математик. Понял? А по тому поводу, что математик пасет овец, можно сказать, что он находится в России, что мы находимся в России. Ну, то есть, это вот из таких вот. Да, ну вы в небе находитесь, понимаешь? Где мы находимся? На вопрос. Ответил абсолютно точно. Но никому нахрен такое не нужно, понимаешь? И он вот, ну, не допедривает, почему там, ну, буллинг какой-то, он же все верно говорит, правильно там и так далее. А люди говорят, не понимают, что ты, ну, ерунду какую-то выдумываешь там. Да, может быть, там по каким-то правилам там это, но это такой тип статей, я знаю, особенно в социологии, там есть. Вот они хотят получить результат определенный какой-то. И они его в конечном итоге да и доказывают, и все, и там цифры, и все попадает. Но они именно, он получается потому, что они хотят доказать определенный результат. Понимаешь? И это уже ошибкой считается. То есть такое исследование, ну строго говоря, уже попахивает ненаучностью, то есть интерпретацией, а так не должно быть. Ну ладно, и вот, собственно, возвращаясь вот к этой основной теме по поводу вот этого Трампа. Что там? Мюнхенский сговор, говорят, хорошие русские там весь твиттер расписали, что это Мюнхен будет там, короче. Ничего там не будет. Погромче. Я думаю, ничего там не будет, никакого Мюнхена. Громче в сам микрофон говорит. Я думаю, никакого Мюнхена там не будет. А я думаю, Путин, потому как себя ведет сейчас, и Трамп прибежал. С одной стороны, вроде кажется, что Трамп же сказал, езжай ко мне, и Путин послушался и побежал. А с другой стороны... Не, но видишь, как хорошие русские на интерпретацию работают, короче. Что этот... Два царя встречаются. Это, знаешь, сейчас они начнут говорить, что это как Наполеон с Александром Первым встретились где-то на плоту. Я думаю, навряд ли. Трампа там сейчас так в Америке шпилят, что к импичменту готовят, что навряд ли. И плюс ко всему еще... Но импичмент-то не по этой же теме. Нет, какая разница? Ну, Трампа там все... Ну, не, ну, последний раз, когда вот гарантированный был импичмент, это при Никсоне, да? Ну, то есть, и он поэтому сам ушел, короче. Да, потому что уже Трамп точно было уйдет, понятно, что его и республиканцы... Трамп сам не уйдет, а если Путин, я думаю, не перестанет стрелять, то Трамп же сказал, буквально вчера, по-моему, сказал, что у меня есть сомнение, что что-то получится, что мы договоримся. Он официально громко это сказал. Ну, естественно, потому что как они могут договориться, и в этих переговорах не будет участвовать Украина. Ну, да. И Европа должна участвовать. А Европа, естественно, должна участвовать, потому что Путин, в общем-то, не Америке грозит. И, собственно, я вот сегодня на параде был, я смотрел танки. Ну, да, ну, серьезная техника, между прочим. Ну, так. Могу сказать, то есть. Ну, у поляков у них корейские танки. Нет, у них 3 типа танков. У них старые Абрамсы. Первая модификация. Это давно еще, да. Первая модификация Абрамсов. Ну, ее самая большая, то есть ее по всему миру их там что-то достаточно большое количество. Ну, собственно. И вот эти вот все кадры, там, где иракская техника, вот это горит, Абрамсы там и так далее. Это все, конечно, первая модификация. У поляков есть еще 3-я модификация, то есть самая последняя, предпоследняя, так скажем, потому что американцы сами 4-й модификации используются. Многие не понимают, многие думают, что это вот танк, что-то там модернизировали, там что-то переделали и так далее. Нет, это уже на момент выпуска, короче, учитывая предыдущий опыт, начали создавать совершенно другой танк. Ну да, ну в той же основной боевой танк, но в той же компоновке там и так далее. Ну, изменения могут быть совершенно существенные. Ну, поляки, вот они... Потом танки К2.
К-2, это корейские танки. 200 штук они сейчас Поставлено уже 100 штук. Дополнительно закуплено еще 150, и еще там что-то 300 потом. Причем они закуплено сверху. Причем они у себя производство открывают. А там основная фишка вот этого танка, и это объявлялось по это, что у него барабан заряжания на 10 снарядов, короче. Да не только основная. То есть он вот у корейского передовых танка. танков. Ну да, естественно. Ну да и по ему его видно, и по дизайну там и так далее. Ну основные боевые машины, знаешь, они после того, как вот эта концепция основных боевых танков, значит, основных боевых машин была разработана, они, в общем-то, стандартные. То есть там и по параметры внешние, там и все прочее. И леопарды, немецкие танки. И, конечно, мы когда шли, там разговаривали насчет того, что если польские танки, ну, есть там Т-91 твардый, так называемые, там, глубокая модификация советского танка Т-72, причем довольно польская, то есть там полностью все, что модифицировано, это произведено здесь в Польше. И ты же в курсе, что Польша, оказывается, мировой лидер коммерческого производства тротила. Да. То есть коммерческий тротил, который на рынке вот можно где-то приобрести и так далее, он в основном польский. Ну, это при Герике было заложено производство и так далее. В свое время в советское, конечно, у них были здесь производства, которые производили какие-то отдельные машины. Вот этот Т-91 твардый, собственно, производился. И есть свои собственные инженеры, которые концепты производили. И там логика была такая, ну, я понимаю, то есть, кто играет в стратегические игры, да, если у тебя есть возможность купить военную технику, ты ее покупаешь, потому что в конечном итоге, ну, как бы, тебе нужно там производство в городах занимать, чтобы вот эта техника производилась, а ты можешь построить там, я не знаю, какой-нибудь заповедник, там, кампус или еще что-то, да. Ну, тебе не к спеху, есть деньги, лучше купить, короче. То есть это везде такая логика, во всех стратегических, пошаговых играх и так далее. То есть надо, ну, как бы, вот этот золотишко, значит, какие-то денежки тратить, короче. Таков принцип. И поэтому, естественно, что сейчас Польша, ну, довольно неплохом экономическом состоянии, экономика. Конечно, Бальцерович ее оценивает в том, что вот мы, к сожалению, выработали весь вот этот производственный, так скажем, механизм, и им нужно переходить к созиданию, то есть к инновациям, переключаться вот, в том числе в производство военной техники и так далее. Но я думаю, что в принципе это тут нужна политическая воля просто исключительно. И поскольку такая же точно сильная оппозиция есть там в Германии, той же там, вот как только Мерц сам объявил, что они там нормальные деньги сейчас на ВПК положат, тут же там завопили с левого там сектора, всякие экологии там и так далее. Это та Германия, которая медведицы, убивший значит, какого-то велотуриста итальянского, это построила вольер за 1 000 000 евро. Я говорю, ну здорово, короче, да. То есть медведи убийцы, они, значит, убежище им дают в Германии, еще за 1 000 000 евро, там еще сколько ее содержание стоит, да. А значит, чтобы дать немцам, собственно, работу в ВПК, это это мы, немцы, там, к милитаризации, там, я говорю, ну, у немцев милитаризация получается, ну, хорошо, на самом деле, да, поэтому тут важно говорить о том, что кто что умеет, тот и должен производить, на самом деле. То есть, вот, ну, посмотрим, сегодня уже вечером будет видно, о чем они будут говорить. Ну, я думаю, что это будет очередной раунд шоу. И дело в том, что, видишь, уже же экономика-то, ну, такая, она говоря, читаешь вот эту всю литературу, да? Российская? С рожкованием. Она все уже. И там уже понимаешь, что, то есть, вот, ну, логика Путина, да, он же, помните, выступал где-то и такой говорит вот этим там, перед ФСОшниками или перед еще какой-то мразью, он говорил, или мы, или нас. Понимаешь? И они это все к козырьку приняли, они, ну, напрямую. И тут такая ситуация, что, а мы, вот он, да, или мы сейчас вот нагнем всю эту... Весь мир. Не весь мир, а вот эту Европу, всю. Да.
катавасию эту внутри естественно. Рашки, понимаешь? Всех нет. этих оппозиционеров там. А уже нет оппозиционеров. Так я тебе Кого про что там говорю. Они уже всех давно наклонили. А сейчас громче говори в этот. Они уже всех давно наклонили, оппозиции нет в И России. вот И здесь, и позиции вообще никогда не было, особенно русской оппозиции. Да. И сейчас экономика, она такая, что вот эти внутри, если смотреть, то с кого можно только что-то соскрести? Это с путинистов только. Из Понимаешь? простых граждан. А простые граждане все уже, ну они уже там практически все выработали. И простые граждане уже в таком состоянии, Нет. низком старте. Понимаешь? И любую идею, например, ну дай американцы Бурятскому республиканскому центру, мне конкретно, $1 миллиард, так я половину оттуда из США, вот этих люмпинов, комбедовцев бурятских, привезу туда освобождать Бурятию, короче, понимаешь, за эти деньги. Скупим с потрохами, обучим где-нибудь там в Колумбии там и так далее, стрелять по мишеням, короче. И на парашютиках туда спустимся или через Монголию заедем, вернемся, так скажем. И эти все, которые там, они скажут: о, мы вас готовы принимать здесь, принимай нас, Бурятия красавица, в ожерелье прекрасных озер, как говорится. Песенки сочинят там и все прочее, понимаешь. И установим Бурятию от Енисея до Амура, короче, государство высшей справедливости, так сказать. И все заживут хорошо. И они уже этого боятся, того, что они-то вроде как работали на укрепление вот этих всех связей, а сейчас уже снизу-то постучали и говорят, что, ребята, а кушать мы будем, питаться, вот если дальше это все продолжится, а питаться и кушать будем вами. И уже вот сегодня, вчера точнее, случай тут был, какого-то федерального судью завалили. Да. Выстрелили с сайги, отрезали половые органы, засунули в рот и еще нож воткнули в глаз. Ну там, видишь, там... Ну это понятно, это там бытовуха, это может быть там любовник гомосексуальный, там приревновал. Да, они сейчас отмазывают, говорят, что там приехал, говорят, что там типа приревновал жену. Но мы до конца не знаем. Там, конечно, мы не знаем. Мы же знаем, я думаю, что эти все ребятки, они еще и этим увлекаются. Что приревновал жену, до такого садизма не будет доходить. Приревновал жену. Не, но там, знаешь, какая жена должна быть? Чтобы ее так приревновать. Да. Я думаю, там какой-нибудь этот гомосексуальный у них конфликт, там, значит, ревность вот этих гомосексуалов, там, они же там друг дружку убивают. Ну, главное, что судью убили, это хорошо. Но, и то есть ситуация такая, что вот уже видите, это уже симптоматика. Потому что, когда судей вот так просто валили, да, это перед первой революцией. Когда вот народовольцы, там, значит, да. Эсеры там выбрали вот эту систему индивидуального террора. А сейчас вот они сажают вот этих всяких дураков, короче. Ну вот обратная связь есть там с Америкой, что оказывается эти дурачки, чтобы кейс себе сделать, ну, попрошайки эти, как вместо того, чтобы, я говорю, всегда надо политическую активность проявлять там. Ты когда заезжаешь в Америку, конкретно говорить о том, что я там представитель бурятских националистов, значит, получил прогон, значит, от лидера бурятских националистов Зуртана Халтарова о том, что все бурятские националисты должны немедленно покинуть территорию Российской Федерации, вы должны покинуть родину, выехать в страны западной демократии для того, чтобы сберечь свою собственную жизнь, потому что русский режим будет, значит, проводить репрессии. Он уже проводит. Он проводит, он цепляет вот этих всяких странных дураков, вот этих аутистов, там всяких, ну, обыкновенных простых людишек. Причем они же конкретно выбирают, то есть они заранее это знают, уже подготавливают почву, вот, что мало родственников, такие нелюдимые, странноватые, чудаковатые, понимаешь? Но
обязательно, чтобы не было там шизофрении, там каких-то психических заболеваний, понимаешь? Но потому что в советское время там же они и психо вынуждены были, а потом это все, значит, противники этого советского режима раздули, что там карательная психиатрия, там пятое, десятое и так далее. Ну, то есть таких дурачков там полным-полно, вагон и маленькая тележка, некоторые даже правозащитниками являются. И в этом отношении, конечно, с психическими больными, ну, там бывает, что, да, там на принудиловку отправляют и так далее, особо буйные, но в основном выбирают таких людей для того, чтобы создавалось внутри страны, вот что это, ну, это отщепенцы просто, понимаешь, а сейчас-то уже все, уже некем воевать, уже даже количество ментов падает. 175 тысяч ментов не хватает в России, Колокольцев официально объявил. Ну, то есть это вот, что, нищета кончилась? Что, кончились вот эти троечники, что ли? В школах кончились. Приводят Троечники в школах кончились. Пример, значит. Или сейчас стало более престижно идти в армию? Пример, я не понял, с какой области, забыл просто. Женщина обратилась. Громче говори. Женщина обратилась, значит, к ментам, позвонила по телефону: приедьте, здесь у нас идет смертоубийство в доме. А менты ей официально говорят: а мы не можем, у нас всего один сотрудник на весь отдел. Она говорит: как один сотрудник, что вы голову морочите? И мент ей, который вот взял у нее трубку, он там капитан или кто-то, вот он один остался на весь отдел, говорит: а я что, я брошу отдел и приеду сейчас к вам, что ли? Короче, никто не приехал. Ну ничего в итоге там случилось. И в итоге ничего. А там нет, что случилось, женщина плюнула, бросила трубку, и вот мент стал говорить, что вот Колокольцев выступил, объявил, что 175 тысяч ментов не хватает. Вот все отсюда истекает. Но поэтому ничего удивительного. В Польше, например, недобор ментов, короче. То есть, ну, потому что. Ну, в Польше, видишь, так никто не убивает друг друга. Да не, ну тут 40 миллионов населения, все равно тут полно достаточно преступлений и все прочее. Как везде. И тут ситуация такая, что просто молодежь не хочет идти на низкую зарплату. То есть уже наличие там пенсии, раннего выхода, это уже нет. То есть уже поляки молодые, свободно говорящие на английском языке, они могут в ту же Англию уехать, проработать столько же, сколько здесь ты в полиции проработаешь, короче, заработать там 10 раз больше. То же самое сейчас могут в США уезжать, и там многие поляки тоже и в Соединенные Штаты Америки уезжают. А можно бизнес начать стартануть и зарабатывать вполне приличные денежные средства. Поэтому это кризис вообще вот этой системы, потому что, ну, откровенно говоря, люди просто лучше стали жить, и изменился характер преступлений. Сейчас вот в Польше преступления, ну, конечно, бытового характера достаточно, как везде, но в основном вот эти вот всякие там схемы, там, значит, там, по добыванию, так скажем, денежных средств, они связаны в основном с аферами там, и так далее. То есть тут уже польский вор, он по карманам, как говорится, не шарится. Короче. Он уже занимается совершенно другими делами. А вот эту нишу здесь заполнили цыгане, украинцы, белорусы, румыны там и 5-10. Ну вот меня в ресторане там пытались два таких, то ли румына, то ли цыгана, короче. Ну, ограбить просто-напросто. По наводке официантки, кстати. И поэтому... Ну, это был 2023 год или 2022, я уж не помню. Ну, в общем, короче, был такой случай. И, в общем, ну, а поскольку они же не думали, что наткнутся на человека из Бурятии, который, ну, все эти тонкости быстро засек. Ну, и, в принципе, у меня был шанс ворюгу обворовать, короче, или там какой-нибудь скандал устроить для того, чтобы с него денег стрясти. Ну, я думаю, там, не стал педалировать эту тему, а так бы мог прикинуться бакланом, значит, там, жертвой, терпилой, там, что сейчас полицию вызову, там, за руку схватить, там, и так далее. Ну, то есть можно это делать. Ну, вот, до поры до времени я здесь все равно, вот, не далее, как чем 2 дня назад, тоже в Бедронке меня пытались там обшарить карманы этого рюкзака, короче. Вот мой черный рюкзачок почему-то очень сильно привлекает карманников, особенно задние карманы. Ну вот, ну это представители постсовка.
Ну, да. И вот возвращаясь к постсовку, здесь 9 августа, ты слышал такого Макса Коржа, знаешь? Да, ну здесь же концерт вроде бы был. Да. Ну и что ты думаешь? Я ничего не думаю, я что-то все не в восторге. Ну, я, во-первых, слышал, что есть такой персонаж, ну, как бы особо Да я тоже не обращал не внимания. интересовался, а Да. потом оказалось, читаю, короче, комментарии, а там человечек пишет белорусскую. Он же белорус. Да, он белорус, а тот пишет белорусскую о том, что этот Корж, он русскоязычный. И я Да. сразу понял, что это концерт был вонюшек. Да. Поскольку я сам тоже связан с этой сферой, так скажем, ну, обеспечения информационно, значит, информационно-пожонтковой по-польски, а информационно, ну, в общем, информационная служба, так скажем, информационная служба с правом наведения порядка, так скажем, да. Но я примерно представил там, где какие вот ошибки, да, ну, с моей точки зрения. Это малое количество на такой концерт, собственно, тех, кто обеспечивает охрану. Разве мало людей было? Нет, людей 70 тысяч, но Да. количество стюардов, тех, Было которые мало, да? обслуживают, да, должно было быть кратно больше. Скажем, там на... И порядок ну, все минимум... равно был, да? Нет. И там произошла такая ситуация, что там есть некоторые заводилы, такие, типа, которые вот за сутки до того, как произошел этот концерт, здесь местность есть Воля, там, видимо, какая-то, ну, площадка, где там слетаются, и вот эта вся молодежь, ну, здесь молодежи неплохо зарабатывает, потому что они какую-то часть налогов не платят до 26 лет, и у многих там Они машины, вообще не платят налоги. машины там и так далее. Там собралось где-то несколько тысяч человек, в том числе тех, у которых уже были билеты. На трибуны билеты быстро разлетаются, их там уже за 2 месяца, за 3 месяца до начала концерта купить, то есть они были выкуплены. Там, правда, патриарх белорусской политики Зенон Поздняк, он говорит, что части белорусам эти билеты вообще достались от чуть ли не правительства Светланы Тихановской, так называемой. Что они заранее закупили какую-то часть билетов, и каких-то белорусов, ну, собственно, туда проехали. Но большая часть зрителей это были рускомирные, русскоязычные, значит. А сам Коршун кто? Тоже русскомирный? Он русскомирный, он же сидел. Зачем хотя он, подожди, ну, логика другая, он популярный, понимаешь. То есть тут задача вот этих всех инфо-цыган, они вот стараются вот этих, почему привлечь этих медийных персонажей. И даже вот это вот USAID, да, у них там были бабки на то, чтобы, например, привлекать на сторону всяких вот движений, там, и так далее, медийных персонажей. Вот многие, например, я думаю, что, так скажем, с антивоенной позицией россиян, всякие там монеточки, там гуфы, там или еще там, ну, не знаю, кто там это, не знаю, там, это, гуф это просто как гуфи, короче. Это я просто ляпнул. Они, наверное, получили какие-то такие контракты, понимаешь, через какие-нибудь фонды, там, Юльки Навальной, там, и так далее. Не напрямую от USAID, конечно, а через вот какие-то эти. И есть там стандартная, видимо, такса, короче, вот что, допустим, монеточка там выскажет свою антивоенную позицию и так далее. И эти в администрации президента, они тоже знают, короче, что, ну, типа, да, монеточка может там, ну, она там какая-то наша, там, может быть, где-то давным-давно что-то подписала там и так далее. А вот какой-нибудь другой персонаж, там был какой-то Шалот или как-то там какой-то Кашалот ли там, ну такой он немножко... Говорят, Панин приехал в Польшу. Немножко вот такой вот он. Ну, Панин, он в Барселоне живет. Нет, он живет в Соединенных Штатах. Ну, или в Соединенных Штатах. Ну, он приехал сюда сейчас. А что он сюда приехал? Ну, он же выступает резко против Путина. И что он сюда приехал тогда? И пускай бы в Аляску полетел, там бы выступал. Нет, он вместе с собаками, там, с кем он там. Для чего-то приехал. Ну, понятно для чего. Развращать здесь этих, как его. А тут 22 или 28 вот как раз вся эта банда вот этих так называемых русскоязычных будут на прогрессии выступать. А там что? И вот послушай, вот этот Корж, он хоть там выступал против силовиков в 2020 году и там что-то как-то осудил там
в 22 году во время начала войны, и типа концерты где-то в Рашке отменил, там все прочее. Да. И он, оказывается, спокойно себе сидел в Беларуси до 24 И года. никто его не трогал. И, видимо, легенду начали ему делать, видимо, решили продать его правительству Светланы Тихановской, короче, там послали Оперков. Тот, видимо, ну там, это и правительство Светланы Тихановской его вывезло, они, видимо, очень все довольные были там. Значит, и может быть как раз от USAID какие-то контрактики на них взяли там. Ну, мы же не знаем, как эти суммы там распределяются. Но я подозреваю, что это такая практика, понимаешь, чтобы, ну вот, чтобы движение, вот оно стало популярным, понимаешь, ну, такая логика. Если в период культуркампа это просто этих персонажей создавали, да, национальные оперы там, платили деньги, значит, ну, другие подходы были. Здесь то же самое абсолютно. Такая же система. И то, что произошло, это произошло, потому что был вот это мероприятие, понаехала, значит, банда каких-то персонажей, которые ходят на концерты Моргенштерна. Это где-то в Рашке там сидит какой-то персонаж очень своеобразный какой-то, психически, мне кажется, неуравновешенный. У него погоняло Саня Лысый, короче. Ну, он, видимо, себя в жизни не нашел, но вот управлять толпой умеет, короче. И он типа такого аниматора заводил и там. И, собственно говоря, он спровоцировал то, что вот эта молодежь, это украинская, там до 18 лет, так скажем, стартанула и начала перелезать через, ну, то есть вести себя, в общем-то, в нарушение польского законодательства, ну и вообще рамок приличия и так далее. То есть они начали перелезать с одной зоны на другую. И почему-то думали, что в закрытом помещении их там не выявят и значит, соответственно, это. Причем там происходило таким способом, что там пострадали польские стюарды, так называемые эсдеки, которые в оранжевых этих, потому что у них задача как раз остановить. И видишь, почему вот эти все разделительные и так далее, это опыт. Это тысячи погибших на стадионах. Когда возникают давки, когда вот это вот начинают там, значит, вот эти ненормальные себя вести. Почему на стадион? Стадион это как вы когда на стадионе находитесь, вы должны понимать, что вы как будто бы находитесь на вот оживленной трассе. И у вас задача без светофоров перейти дорогу. Потому что, ну так на самом деле есть, потому что там толпа. И если случилось бы это не в начале, а где-то в середине, когда там 70 тысяч было, короче, и представляешь, там могла бы случиться давка, сколько бы молодых женщин бы погибло в первую очередь. Да, то есть это нарушение вообще, ну, в принципе, безопасности, то есть это не просто так все там происходило. И, безусловно, все это было срежиссировано, отчасти это было срежиссировано заранее, потому что я видел, там есть видео, где он ходит там, руками им там машет там и так далее. Он не говорит им там, орет, что не лезьте. Может давка случится или еще что-то. Ну, то есть это вот такое вот демонстративно быдлячее это поведение. Естественно, что тут же это корм для польских троллей, это корм для тех поляков, которые по каким-то разным причинам ненавидят украинцев, например. Естественно, там все комментарии были завалены. Это корм для собственно, тех, кто в администрации путинского президента получает какие-то финансы здесь, контракты там и все прочее, какие-нибудь, так скажем, деятели политического спектра различного, да. То есть и это было каким-то странным образом просто растиражировано. Но меня удивляет тот факт, что я не думаю, что поляки, они не знали, что вот это мероприятие, оно там с повышенными рисками. Загони туда еще больше там 200, плюс дополнительно 200 или 300 стюардов, и такого бы не произошло. Потому что большая часть этих стюардов, там, часть, понятно, оранжевых, это поляки, потому что у них специальные разрешения, которые могут получить только граждане Польши. А желтенькие, это вот в основном белорусы, украинцы, и там, ну, какая-то небольшая прослойка россиян есть. И в принципе, все бы это можно было стушевать. Но у меня такое кажется ощущение, что это была провокация. Это вот именно такая чистая, классическая, гибридная провокация со стороны путинского режима. Сначала давайте завезем Коржа сюда. Понимаешь, то есть эту идею, да, вкинули, вбросили, потому что это, ну, не дешево. Откровенно говоря, многие польские звезды не могут получить
стадион Народовый, потому что это дорого. Понимаешь? А тут какой-то Корж. Да, мало. Причем я не сказал, что настолько прям известно. При этом самое интересное, что вот эти большая часть этих русских исполнителей, они максимум набирают, короче, на прогрессе. Есть такая внешняя сцена прогрессии такого клуба. Ну там что-то, ну может 10 тысяч от силы, короче. А тут целый стадион 70 тысяч. То есть это еще и подготовка. То есть это уже год назад спецоперация была, понимаешь? Но я считаю, что это из того же разряда, что и концерт Гергиева там где-то вот. Ну, концерт Гергиева в Неаполе. Нет, его отменили, но его отменили не потому, что там хорошие русские завоняли, а потому что украинские организации, там в первую очередь выступили. И это одного порядка на самом деле. То есть, и если люди думают, что вот отмена Гергиева это какое-то сильное, это такое же точно по влиянию акт бы был, но только на элиту произведенную, итальянскую. Потому что, ну, на оперу там в Италии простачки, так скажем, да, мало ходят. Нет, да вообще серьезное искусство это немножко другое. Так. Что там пишут? Комментарии пишут. Ладно. Ну, у нас время подходит к концу. Значит, мы в эфире 51 минуту. Я почитал. Там просто вначале немножко музыки пустил. Так, этот вопрос обсудили. Ну, в общем, давай вот так немножко финализируем. Что по поводу... Давай, поздравь Корею с освобождением и Польшу. Че? С праздником. Да, с праздником. Серега даже не знает, какой праздник в Польше. Ну вот видишь, живем в демократической стране, и вот не требуется знать. Я вот, например, не знал, что инаугурация президента там польского будет, короче. Ну, то есть, ну, нету ее в информационном пространстве. Да, ну, это как обыденное явление, да, такое. Так должно быть. Я знаю, что и так и должно там быть. Там же сегодня и религиозный у них какой-то праздник. К сожалению, насчет религиозного я сказать не могу, но 15 августа, вот там, собственно, хорошо говорилось про это дело, что в 1945 году там, значит, они изменили коммунистические власти Польши, но население не приняло эти изменения. Ну, что праздник войска польского вот на другой день, короче. То есть он как был 15 августа для них, потому что это была победа над большевиками под битвой Варшавской. Я вам, дорогие друзья, там ссылочки скину, какие фильмы надо польского производства надо посмотреть для того, чтобы, ну, и время хорошо провести, и вообще понять, что происходило, да, в атмосферу 20-х годов тут здесь. И, безусловно, мы чествуем наших корейских соратников, корейцев из Южной Кореи, да, ну, с правильной Кореи, так скажем, да, которая, в общем-то, избавилась от японского колониализма. И вот эти уроки, которые корейцы за все это время прошли, я говорю, что когда мне там говорят, что вот вы же хотите демократическое государство строить, да, мы хотим демократическое государство строить. И, безусловно, не по примеру Северной Кореи, потому что там первейшие демократы в Северной Корее сидят, как и в Советском Союзе, как во всех любых диктатурах. Да? Мы будем строить на основе опыта вот, корейского, в том числе в области деколонизации, в области того, как нужно эксплуатировать, так скажем, в наших национальных интересах вот ту коллаборационистскую массу, которая сейчас там, ну, зачетно, так скажем, с присмаком, там, с причмокиваниями, значит, заглатывает русский мир в себе, да, там, и говорит, что им очень сильно нравится. Только вы там не леденцы жрете, а говно меж булок вычищаете, понимаете? Вот все, кто меня смотрит, и менты, и так далее. И поэтому надо задумываться в первую очередь о бурятском национализме. О Бурятии для бурят, о бурятам бурятскую власть, и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч.